Давайте зараз помолимся и с Божьей допомогой почнем. Аллилуйя. Дякую Тебе, Господь, что мы собрались здесь сегодня, в этот час, Господь. Перед Твоим обличием мы стоим, Господь, как бы выконать то, что Ты сказал, как мы пели Тебе, Господь, песню новую. И как Ты сказал в 32-м псалме, как игра наша была мастерская, один из перекладов, необыяковая, не Дух Святой за нас будет это петь и играть, а мы сами стали майстрами. Как достичь того уровня, как не думать, плохо мы спеваем, ці играем, ці не, а вся увага наша была на прославление Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Отдаем все в Твои руки, Господь. Устройство сегодняшней лекции. Дай нам кожному розуму. Дай, Господь, мне розуму, как я мог донести Твои словы, Твою мудрость. А всем присутничать дай розуму, как это воспринять Твои слова, Господь. Дякую Тебе. Сподеемся только на Тебе, Господь, и во Твое есть и царство, и моц, и слава во веки. А имя Твое святое прославится, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Ну, почнем. Зовут меня, так надо переключить. Александр, фамилия моя Виславский. Вот тут, значит, я так скажу, дайте перестроить на российскую мову. Мне просто, почему я еще по-русски говорю, то, что мне звонили, что будут люди, которые не понимают вообще белорусского языка. Ну, вот. Я немножко расскажу о себе. И потом на самой лекции, ну, это как бы завоевать ваше доверие. Вот. Может быть, даже как-то расположить к себе, да. Расскажу о себе, как я докатился до такой жизни, что сейчас вам рассказываю. Вот. И спою потом пару песен. Почему спою? Я вот вижу, были люди уже на моих лекциях, поэтому кое-что вы услышите, что уже слышали. А вот спою пару песен, потому что у меня один раз, я иногда лекции читаю для неверующих людей, это как евангелизация идет, и сидел один парень нога за ногу и говорит: мужик, классно рассказываешь, спел бы что-нибудь. А я уже часа два там распылялся, вот, ну, он меня подлечил, поэтому вначале я трошки рассказываю о себе, а потом спою пару песен, и потом начнется лекция. Ну, начало у меня было, вот я, смотрите, с красным галстуком, пионер Саша. В спецшколе при консерватории в 11-летке. Сегодня обещали прийти из консерватории преподаватели, которых мои одноклассники обучали. Представляете, какой уже древний человек. Вот. Ну, вот песняры. Я работал в ансамбле песняры. Вон тот крайне волосатый, вот это я тоже. Вот. Молодой, красивый, сейчас просто красивый. Вот это 5 альбомов, которых я выпустил на белорусском языке. Русскоязычные я не говорю о них. Это на стихи Рыгора Бородулина. Это был такой поэт, если знаете. Это был христианский поэт. Можете себе представить, у него было 70 томов. 70 томов произведений. Это был наш друг. Вот. Я об этом немножко позже скажу. Потом еврейский альбом. Это переводы. Там даже песни есть на стихи Марка Шагала. То есть известный наш белорусский художник. Он написал стихи. Духовные стихи. Вот. Янка Купала. Потом мой друг Олесь Кавоцкий написал стихи. Один альбом. И последний, который альбом сделан, это на стихи расстрелянных поэтов. Все это связано с духовностью и патриотизмом нашей страны. Вот. Ну, про песняров. Песняров попал, это где-то начало мое было такой серьезной работы. Туда было попасть в то время, как космонавтом проще было стать, чтобы попасть в этот ансамбль. Он одно время, на мой взгляд, был лучшим в мире. Я в некоторых интервью об этом говорил. Я не говорю прямо сейчас, потому что сейчас я не знаю, особо не слежу за этим, но во всяком случае сейчас я не знаю серьезных работ, те люди, которые сейчас так называются. Вот.
Ну, 11-летка, понятно. У нас были самые лучшие. Откуда вообще школа моя взялась? 11-летки на то время так получилось, что преподавали у нас лучшие педагоги Советского Союза. То есть пенсионеров, допустим, которые пели в Большом театре, в Мариинском, это в Санкт-Петербурге, если знаете, были у нас по постановке голоса, да. По дирижированию, хоровому пению у меня был Игорь Андреевич Журавленко. Это человек, который был признан человеком мира за развитие хоровой культуры мира. То есть, ну, такие серьезные люди. И они в Минске здесь сконцентрировались, потому что им давали квартиры и хорошие зарплаты. На то время это было в Советском Союзе, когда, ну, в общем, поэтому людей заинтересовали. Поэтому вот мне повезло, я попал в тот вот период как раз тех педагогов, и, конечно же, очень много оттуда взял. Вот. Опять же, фортепиано, то есть это как бы такое. И мои одноклассники, кто сейчас это дирижеры известных оркестров, это даже в Лондонском симфоническом оркестре есть. Ну, к примеру, дирижер Национального оркестра Колумбии тоже. Ну, кажется, там, что это там Латинская Америка и так далее. Нет, они собирают, такое есть практика во всем мире, собирать лучших музыкантов национальный оркестр со всего мира. То есть государство платит им огромные деньги для этого. Ну, конечно же, по блату туда не попадешь, в такие вот места. Просто повезло нашим педагогам. Дальше. Вот это наше служение. Я служу вместе со своей женой, она у меня скрипачка. Вот. Это нас пригласили в Иерусалим. У нас был концерт, смотрите, в национальной одежде. В центре Иерусалима мы евангелизировали. То есть сольный концерт. Мы думали, что люди встанут и идут, потому что там отношение к Иисусу Христу немножко другое, как мы представляем. Святая земля, да, но основная масса людей там не признает Иисуса Христа Господом Спасителем. Вот. Однако слушали. Вот. Ну, что еще о себе такого цікавого? Ну, в общем, служим, ездим, читаем лекции. Вот до пандемии по всему миру читали лекции, служение, чтобы было понятно. То есть это проповедь вместе с музыкой, оно более усиливает слово, конечно же. Вот был фестиваль, я был директором фестиваля, назывался он «Лаудата Си». Что это такое? Это межконфессиональные, там были и католики, и православные, и все евангельские направления. Вот. Ну, 2 дня шел фестиваль, это был Молодечное в Березинском. Ну, чтобы было понятно, Березинское это был центр христианской культуры Беларуси 19 века. Я вот сейчас говорю, мало кто, вообще, может быть, никто об этом не знал. Там жила графиня Габриэла Пузыня. Ну, почитайте. И она писала стихи, писала пьесы, то есть и там собирались цвет белорусской культуры, христианской и не только. Вот. Мы там сделали фестиваль, вот. Была выставка не просто музыки, а вообще христианский фестиваль. Выставка Библии организовали, выставка картин, потом у нас же пишут и художественную литературу. Ну, в общем, показывали как только могли. И на второй день 5 часов прославления было разное, это самое. Вот фотография там вот спасения было, вот это участники вот, из разных конфессий. Ну, надеемся, что в ближайшее время мы это опять возобновим и будем делать. Ну, наверное, все. Сейчас я спою пару песен, так как один из парней. Я сегодня перед первой частью спою пару песен из разных альбомов, будем так говорить. Первая песня на стихи Ригора Бородулина. Называется она «Симон». Вот.
Жив рибак Симон і кам'яні, як бицам ми дагетуль пахнуть тінай. Было чакали сетки глибини, облоками нависши над хатиной. Не выпускала с хвалистых засеков, и рыбаки почули про зачай. Я вас люблю ловцами человека, назвал Симона Петра. Каменем церкви Ягоной и господар горячей головы. Апостол не спешался стать иконой. Заховався мором ідучи, і певнів крик почув, каб одрачися, і в вірності до сконцу клянучися, аж брами раю тримав ключі. Назвав Симона Петра каменем церкви Ягоной и господар горячей головы. Апостол не спешался стать иконой, назвал Симона Петра Бог живый, как сбился камень церкви Ягоной и господар горячей головы. Апостол не спешался стать иконой. Аллилуйя! Слава Богу! Ну, еще одна песенка. Это из программы, это было из альбома «Моление за Беларусь» на стихи моего друга, дядьки Рыгора, как его называли, собры, друзья. И еще одну песню спою вам на стихи Янки Купалы. Но у нас в школах, да, говорят, что Янка Купала был такой, писал, ну, я мужик белорус, там такой пан сахи косы. Вот. Но когда я стал изучать его творчество, то выяснилось, что он был верующим. А многие, даже наши пастора, некоторые, говорят, что он был поганым, ну, язычником. Это неправда. Когда изучал ритмометрическую форму, запомните такие слова. Ритмометрическая форма – это, ну, форма арифметическая, короче, коснемся. Вот. То не хватало, да, вот и в этой песне, которую вы услышите. Песня называется «Поустань», но я ее назвал «Пророк». Песня, после которой его довели даже чуть ли не до самоубийства. Ну, вы знаете, что
Дьявол, он не спит, как говорится в послании Петра, и как рыкающий лев ищет. Да? То же самое, он попал в эту ситуацию. И там не хватало, да, каких-то слов, и я об этом говорил, и впоследствии оказался прав. Языкознавцы, не бойтесь языковедов, когда будете писать на стихи. Смотрите, что вам Бог говорит. Я говорю, здесь не хватает. Владар с великой литрой – это Бог. Да? И ритмометрически не хватало слова Бог во многих местах. И вот у нас в церкви есть один брат наш, мой друг, он работает в архиве. Я его попросил поискать. Вы знаете, я оказался прав. Очень много было выхолощено советскими цензорами из Купала, именно там, где слово Бог, где Владар, где... То есть все, что связано с Богом, просто... И у меня есть эти документы. И помню, когда на одном из служений кто-то говорил, откуда вы знаете? Тут раз на экран. Документ. Вот выхолощено. Поэтому сейчас для вас спою песню на стихи Янки Купалы. Повстань з народу нашого, пророк, прояв буроломных ворожбит, и мудрым словом скинь з народу урок, яким был век, проз ворога сповід. Повстань з народу нашого, песняр, былых и будучих веков баян, и у бурный клич, як бурый удар, з вихрами загуди под звон кайдан. На Бога же Беларусь давно и жил царство Божий дар, великое, могутное оно, под белорусский стяг приди, мой Бог, Владар. Гуди над Беларусей с краю в край, у сердцах спящих распали пожар. На страже стань граничные мяжи, свой край завоевать. Повстань, песняр, збери в одну всю Беларусь семью. Возьми с яе присягу и зарок, что не продаст себе свою землю. Снять с путы батьківщині, устань, пророк. На Бога же Беларусь давно и жил на дарство Божий дар. Великое, могутное оно, под белорусский стяг приди, мой Бог, Владар. Повстань з народу нашого, пророк, у сердцах свячих распали пожар. И мудрым словом скинь з народу урок, свой край завоевать. Повстань, песняр.
На Бога же вже Беларусь давно, і же владарство Божий дар, великое, могутное оно, под белорусский стяг приди, мой Бог владар. На Бога же вже Беларусь давно, і же владарство Божий дар, великое, могутное оно, под белорусский стяг приди, мой Бог владар. Дякую Богу. Ну, а зараз почнемо. Зараз почнемо. Но цель – симбиоз духовного состояния, профессиональной подготовки прославителя. Да? Задача – достичь хорошего профессионального уровня в исполнении, привлекая тем самым Бога и людей, достичь духовного состояния тахалы. Кто знает, что такое тахала? Ага. Хорошо. И ввести народ Божий в его присутствие. Ну, я не буду прокачивать вам почему, что и как, скажу только несколько. Вам пастора объяснят, кто не понимает, что насколько важно служение прославителей. Да? Мы часто сталкиваемся с тем, что это такая, знаете, обман. Когда плохо вокалисты спели, группа прославления плохо сыграла, все сказали: вау, какое было присутствие Божие, да, сталкивались с этим. Это неправда. Это неправда. И это, понимаете, вы же должны выходить, будем говорить, евангелизировать на улице. Плохо попробуйте, спойте в миру тут тогда. Забросают помидорами, освистают и скажут: а, ну ясно. Я сталкивался много с тем, что люди приходили в церкви и из-за плохой группы прославления уходили. Поэтому, вот. А состояние, это я на студии, вот Елена Петровна выложила, что-то пою. У меня такая домашняя студия, и там все это записывается. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы сохранить голос, да, и научиться петь правильно, и достичь состояния тахалы, то есть тахала – это тахала, правильно, да? Я это сам не так давно узнал, лет 10, может 7, ну плюс-минус, сложно сказать. Один из пасторов, который служил, он ко мне подошел и говорит: ты был в состоянии тахалы во время прославления. Я говорю: что такое? Он мне разъяснил. Просто как-то это обходит стороной. Но в Библии об этом говорится, когда левиты побеждали войска, да, целые, выходили. Знаете эти истории? Кто не знает, спросите у пастора, он расскажет место, где это пишется. У пасторов, да? Вот. И это как раз то состояние, когда ты, будучи профессионально подготовлен, то есть когда игра твоя становится мастерской, как говорится в 32-м псаломе, не обращаешь внимания уже, как эту ноточку взять, как взять дыхание, как что профессионально сделать, сосредотачиваешься на слове, сосредотачиваешься на служении. То есть в моем понимании, как это у меня происходит, ты видишь себя со стороны. Ты видишь как-то из прошлого, из будущего. Я даже не знаю, как толком это объяснить, но Бог включает, увеличивается диапазон. Реально. Что снизу, что сверху. И ты начинаешь, как бы, ну, можно сказать, как импровизация, но что-то происходит, что-то невероятное происходит. Например, на моем веку был такой нюанс. Мы играли в одной из церквей там прославление, и как-то вся группа заболела, и у меня было только 2 вокалистки. Одна была моя ученица,
И еще одна, значит, девочка, и только пианино. И вот как раз произошла такая ситуация. Та, которая девочка была подготовлена, она уже прошла у меня весь курс, и она стала за мной идти, и как-то Бог стал вот как раз в этом направлении. Ну, кажется, нет группы прославления под одно пианино. Нет. Бог касается и в такие случаи. И вместо проповеди, а аренда была 2 часа только, надо было освобождать, было прославление. Это как раз было в состоянии тахалы, и эти девочки пошли за мной. Потом вышел пастор и сказал: идите и расскажите, что здесь было. И все, время закончилось. Потом пастор мне сказал, говорит, я что-то, говорит, ночь не спал, никогда давно такого не было, готовил проповедь, а получилось, что нельзя даже перебивать вот это. Люди там лежали на полу в слезах, там, ну, такое было там происходило. То есть Бог коснулся всю церковь. Я ему сказал, что у тебя была самая крутая проповедь за всю твою жизнь, 6 слов всего. Идите и расскажите, что здесь было. Вот, в общем, примерно так выглядело. Поэтому я постараюсь вам объяснить это все. Цели, задачи, вы понимаете. А как это сделать, я постараюсь это сказать. То есть за мой жизненный опыт, педагогический, я могу вам сказать, что в 90-х годах что-то у меня был такой спад, я сказал, никогда в жизни не буду преподавать. Ну, никогда. А Бог сказал, иди преподавай. Ну, то есть не стоит не слушаться Бога. И вот это вылилось в 2 такие программы, вернее, даже в 3. То есть на второй части будет гармонизация, это как бы предтеча композиторства. Ничего сложного нет, в консерватории это преподают 2 года, я вам это преподам за пару часов. Вот. Но тут вопрос стоит не в том, что ну, выбирается выжимка, то есть самое важное, самое необходимое, на мой взгляд. Но я практик. Да? Когда, поверьте, у меня среди педагогов мало друзей. Потому что говорят, ты нас хлеба лишаешь. Вот такими вот мероприятиями, как сегодня. Да? То есть, как бы, я говорю, все очень просто. Если педагог не может объяснить, для чего это упражнение, то значит оно не нужно. Значит, он что делает? Растягивает методику. А если он растягивает методику, значит, он хочет больше вытянуть денег с своего ученика. Точка. На что мне задают вопрос? А что делать? Я говорю, выучить одного и сразу брать другого на его место. То же самое будет, только вы... Ну, понимаете, логика очень проста. И это, кстати, среди верующих присутствует, такое имеет место. Вот, и слава Богу. Ну, начнем. Дыхание. Ну, значит, мы сегодня рассмотрим дыхание. Я буду еще тут подсматривать, хотя тут видно. Дыхание – это первая часть, потом мимика, дикция и артикуляция. Потом интонирование, потом ритм, потом вибрация, потом разбор произведения. В него входит, как правильно учить произведение, динамика произведения и драматургия произведения. 8 частей. Вот. Ну, поехали. Дыхание, виды дыхания. Ну, я могу сказать, что, может быть, кто-то из вас знает, но я практик, и поэтому лишнее все убрано. И упражнений, знаете, сколько дыхательных? 4 все. Достаточно. Вполне. Объясню. Даже одно из упражнений, у меня есть друг, который, многие болели коронавирусом, наша семья тоже переболела, так довольно-таки сложно. Его это дыхание, он ксенц, католический, старый мой друг. Его это дыхание спасло от смерти. То есть принцип. Он об этом сказал. Я говорю, видишь, надо слушаться педагогов, и будет все хорошо. Вот. То есть не слиплись вот эти пузырьки. Виды дыхания есть и рациональное использование дыхания. То есть это как бы основа. Но у нас в школе, вот видите, нюхает подсолнух. Нас 2 где-то месяца заставляли как бы нюхать одуванчики. Я вот запомнил это. Что это такое? И многие думают, как синхронно петь. Для того, чтобы научиться синхронно петь, если кто в хоре поет, надо всем одинаково дышать. Понимаете? И тогда будет все точное попадание. Это не я придумал. Вот. 2 вида дыхания существует. Это диафрагментальное дыхание. Значит, если кто знает, то я буду подробно рассказывать. Значит, у нас таких 2 мешка здесь, да, состоящих из пузырьков. Под ними
есть такая плева, она называется диафрагма, да? И если научиться ее опускать вниз, мешочки опускаются вверх. Это диафрагментальное дыхание, которое используется и для цепного дыхания. Что цепное такое, расскажу позже. Вот я сегодня пел, я использовал и то дыхание, разные виды дыхания. И потом вы начнете понимать это, кто не знает, может быть, кто-то знает. Есть еще, я называю это грудное дыхание, это когда вот, да, набираете в легкие. А вот еще диафрагментальное. Что такое, как научиться диафрагментально дышать? Надо научиться надувать живот. Девушки, которые думают, что фигура испортится, не волнуйтесь, до поры у вас живот не надуется. Это я говорю 100%. Вот. Поэтому, смотрите, как просто научиться, вот, попробуйте надувать живот. Ничего, не вдыхая, ничего. То есть, когда вы надуваете живот, да, то есть, как бы увеличивается диапазон ваших вот этих внутренних, ну, для помещения внутренних органов. И тогда попробуйте взять дыхание. Ну, это сейчас можно не пробовать, Спадар Юрас, я вам потом отдельно преподам. А то вы меня отвлекаете. Кстати, Спадар Юрас, он ученый, вот, чтобы вы в курсе. Видите, тоже ходят. Ученые люди ходят на лекции мои. Я буду всем рассказывать. Вот. Значит, когда просто надуваете, попробуйте вдохнуть. То есть диафрагма тогда опустится вниз. Да? Легкие почти в 2 раза. Это почти по объему так же, как наверх. А теперь смотрите, что происходит. Это будете пробовать дома. Да? Вот. Вдыхаешь и надуваешь. То есть заставляешь рефлекторно двигаться живот вперед. Так? А потом можно еще набрать вверх. Это еще. То есть дыхание взяли в 2 раза больше. Когда вы берете такое, ну, понятно, да? То есть вот верхнее дыхание, к которому мы привыкли, а тут еще осталось это. Но немножко некрасиво, когда вот берут так дыхание, да, потом наверх. Можно вместе, это надо потренироваться. Вот я сейчас взял и туда, то есть равномерно надул грудное дыхание и диафрагментальное. В 2 раза больше практически вы набираете воздуха. И потом это привыкаете к этому. Ну, вы знаете, что в Библии, как наши древние предки жили там по 900 лет. Это уже доказано. У них было много кислорода тогда в атмосфере, да? А здесь вы сами заставляете больше кислорода. Поверьте, проживете дольше. Это тоже хорошо, больше пользы принесете. Но, опять же, больше экзаменов для Бога сдадите на этой земле. Это тоже хорошо. А вот, хорошее, что из этого еще хорошего, да? Происходит насыщение кислородом, это надо привыкать. Кстати, сразу хочу сказать, когда будете заниматься дыхательными упражнениями, я сейчас их покажу вам, всегда обязательно проветренное помещение должно быть. Вот я вижу, юная моя ученица Камила сидит, она знает об этом. Запомните это имя, я думаю, она будет наша зорочка христианской культуры. Вот. Проветриваем помещение, когда дыхательные упражнения. Можно делать и сидя, можно и стоя. Я это тоже покажу. Кажется просто, но опыт годами выясняется интересно какие-то мелочи, без которых невозможно. И сзади всегда должен быть диванчик. Если у кого-то с гемоглобином проблемы, посоветуйтесь с врачом, нужно ли вам такое перенасыщение кислородом. У меня попадались ученики, которые были заболевшие. Одна чуть у меня не погибла, вовремя словила. Она промолчала и просто потеряла сознание. Как только начинает кружиться голова, тут же садитесь. Не надо геройствовать. То есть должно привыкнуть. То есть организм должен привыкнуть к перенасыщению кислородом. Сложных программ спеть вам не удастся, не владеет дыханием. Могу сказать, я на свои годы абсолютно спокойно, не уставая, без перерыва нон-стоп могу провести служение, петь 2,5 часа, потом перерыв и еще столько же. Ну, потом буду день лежать, конечно, но сам факт, что абсолютно это нормально. Это тренировка. Понятно, да? 2 вида дыхания. Потом, значит, есть еще цепное дыхание. Я во время пения, если кто не знает, кто знает, объясню. Цепное дыхание – это когда ты поешь длинную фразу, и ты знаешь, что концовочку не допоешь, берется оно только диафрагментально. То есть быстро научиться, да? Как можно быстро, вот я сейчас делаю, да, быстро надуваю живот, и только диафрагментально. Верхнюю часть вы не успеете, поэтому как бы добираешь. Впоследствии, когда это вырабатывается, этими упражнениями вырабатывается рефлекс. Вы не должны задумываться. Организм сам, компьютер, мозг включит, сколько чего и надо. То есть я об этом не думаю. Абсолютно не думаю. То есть это должно войти в район рефлекса.
Я тоже объясню методику, как это быстро достичь. Значит, рассказываю так. Рациональное использование времени. Мой учитель, мне повезло, у меня был хороший учитель, композитор один известный, белорусский. И он мне практически, знаете, вот не то, что мы там сидели, он так, давай там пиши это, пиши то, там, ну и так далее. Нет. Он использовал систему, которую я тогда не знал, потом, когда стал получать некоторое там духовное образование, я об этом узнал. Вот мы все учимся по какому принципу? Нам учитель задал параграфы там какие-то, мы выучили, и он, учитель, у вас спрашивает, и вы отвечаете. Да? Просто и понятно. Это такой вид обучения. У нас в школах, так и в институтах, в университетах. А вот раввинов в древние времена, во времена Иисуса Христа, учили по-другому. Там сам ученик приходил, и учителю задавал по теме вопросы, составлял вопросы. То есть и по уровню вопросов педагог понимал уровень подготовки ученика. Я пробовал так вначале, голова как-то наоборот, она не соображала. Попробуйте, это не очень просто. Вот. И я с этим тогда вот своим учителем столкнулся, с этим он показал. Вот. Такой момент. Правильное рациональное использование времени. Да? Я покажу несколько вариантов упражнений. Сейчас вот практически буду показывать, как это использовать. Поделите время, вот встаньте на 5 минут раньше, и перед тем, когда чистите зубы, посмотрите в зеркало, да, можно провести 2 минуты мимические упражнения, да, мимикой заняться и артикуляцией, к примеру, 2 минуты. А потом 3 минуты сделать несколько дыхательных упражнений. 5 минут получается всего. Всего лишь кажется. Потом позавтракали, и перед тем, как идти на работу или на учебу, сделайте там какие-то 2 минуты, 3 минуты вокальных упражнений, я тоже буду это все показывать, и там 3 минуты еще что-то, да. Потом учеба закончилась, пришли домой, или работа, да, сделали тоже 2-3 минуты, разные виды упражнений, и перед сном 2-3 минуты. Того 20 минут. 20 минут на 6, знаете, сколько получается? 2 часа в неделю. Тогда идет рост. То есть вы накапливаете этот фундамент. Еще такой нюанс. У кого до этого небольшой фундамент, то даже если вы достигнете какого-то уровня и прекратите занятия, очень быстро опуститесь вниз. Это я вам практически говорю. Поэтому стараться надо поддерживать этот постоянный уровень. Я когда занимался фортепиано, я когда-то был джазовым пианистом, и там всякие регалии были у меня. Вот. Это мне сейчас пригодилось. Кроме барабанов, а иногда и барабаны, я записываю все сам. То есть на живца никаких цифровых программирований, кто понимает, о чем я говорю, не используется. Я сам пишу бас-гитары, гитары, клавиши, вокалы, хоры и так далее. Это помогает. И для того, чтобы уровень держать, вот, допустим, пианисту, да, чтобы только уровень держать, надо 2 часа было каждый день. То есть как, простите за сравнение, Папа Карло такой, да, слышали такое выражение, пахал как Папа Карло, не знаю почему Папа Карло не пахал, по-моему, деревяшки строил. А чтобы форму держать, это минимум 4 часа, то есть увеличивать, понимаете? Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше надо на это тратить время, но это того стоит. Когда вы напишете первое произведение или споете песню так, вы увидите, сколько на нашей практике, да, вот, вы увидите, как Бог работает через это. Кажется, песня, да, или там что-то, вот этот посыл. Сколько людей покаялось. Ну, один пример, просто вам свидетельство такое. Значит, я проводил служение какое-то, и там распространили очень много неверующих, было где-то, сколько поместилось, человек 150. И один мне там мужик писал мне, да вы там долбанутые, там, простите за слово, там, сектанты, ну, в этом духе, да. Да я приду, да я welcome, приходи. И он пришел, сел напротив, сидел. И после 2-й или там 3-й песни, то есть я говорил слово, проповедовал и пел. Вот, его Бог так накрыл, ну реально у него текли сопли, знаете, когда не держится, слюни, сопли и слезы. И он не знал, что сказать. Вот так работает через песни Бог. То есть это усиливает слово. Это острие копья Божьего прославления. То есть это очень серьезное орудие. Вот. Так, поехали дальше. Дыхание, да? То есть дыхание, еще раз повторю, диафрагментальное дыхание, оно только цепное. Как можно короче набирать, неважно, носом ты дышишь или ртом,
Только не делайте такое дыхание, да, постараться найти не громкое, так как когда вы поете в микрофон, то, как правило, звукорежиссер включает компрессор. Что такое компрессор? Это когда тихий звук он немножко повышает, а когда громкий чуть-чуть принижает. Поэтому, если вы сделаете так вот, то будет с компрессором вот так. Поэтому надо стараться, как-то культурнее трошки, да, в этом плане. Очень важный момент. Значит, виды упражнения. Основание, один из основных таких видов, это называется, я назвал его насос. Вы все надували когда-то матрасы, да. Матрасы, там, знаете, что такое насос, велосипедом надували там и так далее. Вот то же самое, представьте. То есть вы уже научились, к примеру, набирать это дыхание. Набрали. После этого есть два варианта, я вам объясняю для чего. Может быть, видели, оперные певцы все вот так вот ходят. Видели? Это рефлекс. Почему? Объясняю. Для дыхания. Чтобы держать ровную линию, идеально ровную линию, это надо выдыхать, оставляя грудную клетку, верхнее дыхание, грудное в напряжении, и выдыхать, заставляя только прессом. Буквально так это выглядит. И вот я выдыхаю ровненькой струйкой, и пресс убирается все больше и больше и больше до самого конца. Что получается? Получается, впоследствии, если вы будете петь, убирая так, этот навык, ровная линия. У меня на студии были и заслуженные народные певцы. Никто, ни один из них ровную линию не спел. Потому что плохо изучали в свое время материальную часть. Был такой дяденька, звали его Федор Шаляпин, наверное, слышали. Известный такой мужик. Вот, он пел там «Эх, дубинушка!» там такие, дубинушка, у него голос мощный был там и так далее. Мы, кстати, оперным голосом не будем учиться петь, эти все резонаторы. Мы будем петь, учиться. Борис, рад вас видеть. Вот, думаю, кто на меня пристально смотрит. Это сестра благословенная. Вот, значит, конкурсы были такие. После оперы, после премьеры оперы там выходили певцы, которые, показывали какое-то. Вот Шаляпина помнят, потому что, сейчас поймете почему. А второй был дяденька, его фамилию не помнят, но у него был голос, от которого трескались бокалы, стекла, люстра тряслась. От резонанса это очень мощный голос был. И вот вышел тот дяденька, который был оппонент Шаляпина, Федора Шаляпина, и взял там какую-то ноду, там уши заложило. Микрофонов и усилителей не было, колонок тогда. То есть, просто мощнейший голос на то время. Вот. Ну и, конечно, зал овации, громче спеть невозможно и так далее. Там. Вот. А вышел Шаляпин, он сделал что? Он набрал дыхание, как я вам показываю, вместе. Это грудное дыхание и дыхание диафрагментальное. После этого взял точно ноту, да, какую-то очень тихую, и вот так он выдыхал, оставляя этот, потому что других способов ровно продержать эту ноту не было. Очень долго и идеально ровно. Как вы думаете? Шаляпин победил. Не надо иметь вот такой вот большой рот и мощные связки. Вот. Это о чем говорит? На ровную линию, да, когда будете, мы сейчас до этого дойдем, когда будете это, для чего нужна ровная линия? Я ее представляю, рекомендую всем вырабатывать какие-то образы, я буду вам давать, то есть связывать с образами. Да? Какой-то должен быть образ. Это как какой-то стержень, но несмотря, что некоторые говорят, что елка это язычество, вот вы наряжаете елку. Вот это считайте елка, это вот стержень, да, а вы потом на этот стержень можете любые игрушки повесить, любые украшения. Поэтому это основа, ровный звук, да. Самое удивительное, тихо научиться петь и громко, то есть на разных уровнях, научиться петь ровно. То есть идеально, вот представьте, то есть для себя идеально ровную линию. Я пока, это на второй части, я специально попросил, чтобы доска была, мел. Детство надо вспомнить, в школе писали. Вот. Но такой вид. Значит, смотрите, в чем суть. Вы знаете, здесь вот 33 мышцы вокруг рта, да? И вот это самая мощная мышца, которая жевательная, и мы разговариваем. Может, видели в цирке, там даже
эти воздушные гимнасты там зубами там держит и крутится там оппонент. Никакая другая мышца не удержит, кроме этого. Для чего? Она очень важна для артикуляции. Научиться открывать до конца рот. Да? Попробуйте когда-нибудь. Сейчас не надо. Вы потом будете, то есть по видео смотреть, да. Вот. Когда вы набираете воздух, как я вам показал, представьте вот этот насос, а вот это выход. Ну, как бы трубочка. Вот рот – это выход. И вы как бы надавливаете, то есть ваш пресс – это на надавливание вот насоса, да, а здесь рот – это вы задерживаете, и создается внутреннее давление, да. Это для рационального использования дыхания. Что это такое? То есть, смотрите примерно как. Главное, чтобы ровно выходил. Это первое упражнение. Но напрягая пресс и только заставляя вот так. А верхний остается для ровности впоследствии, когда вместо воздуха будет выходить звук. Вы не конспектируете, потом не успеете. По видео будет лучше. Не тратьте время. Вот. Примерно так. Понятно, да? Следующий момент. Это дыхание. То есть для чего? То есть я объясняю, для чего это упражнение. Следующее. Ну, вот колонки, да. Сверху там в колонках есть высокочастотный динамик, да. Знаете. Так вот, высокочастотный динамик у нас это конфигурация рта. Это звук, да. То же самое попробовать сделать, ну, есть такой певец, как же его, Лев Лещенко, из старых певцов, такой дед уже там, советский такой певец. И вот когда-то он этого не знал, вот этого звука, и поэтому у него было такое, ну что, как дела? Слушай, я тебе сейчас скажу. Ну, понимаете, да, дикция абсолютно другая. И поэтому такого человека слушаешь, думаешь, что ну, как-то со временем это надоедает. Потом его вроде бы переучили, или зубы перестали, я не знаю. Ну, пытался, но иногда это рассказывать. Просто мы когда-то были знакомы, и это все подкалывали его. Вы же не хотите, чтобы вас подкалывали. Так вот, смотрите, в этом упражнении вместе с правильным рациональным использованием попробуйте звук S. То есть через звук S, это языком под передние зубы, да, и опять же, а принцип остальной такой же. То есть напрягаете пресс, да, и выдыхаете только диафрагментально. Получается примерно так. Это как работает верхняя ваша частота. Как правило, колонки воспроизводят 20 тысяч Гц вверху, этот звук, да, а человек воспроизводит, ну, здесь сейчас усилено где-то примерно почти до 20 через колонки, а человеческие где-то 16, там максимум 15. Для чего это надо? Для того, чтобы понимали люди, которые вас слушают. Потому что, как правило, мозг человека дорабатывает слова, знают песню, да, а если ты, вот обращай внимание, если ты не знаешь песню, не понимаешь, о чем певец поет. Это почему? Потому что не включается эта программа, да? Да, Господь, я вышел к себе. То есть вот так вот поет. Абсолютно без всякой дикции. Это очень важный момент дикции. Достигается это при этом звуке. То есть одно из упражнений набирается через это, через диафрагментальным дыханием. Для чего? Для ровности звука, то есть иррациональное использование можно через просто, в начале это первое будет, второе через звук S. Чтобы он был ровный, следить, потому что будет всякое, то есть его надо отстроить, отфокусировать, или как это сделать, понятно, да? Потом, если какое-то что-то будет непонятно, будете задавать вопросы, да? Я стараюсь как бы, вот. Такой вид рациональности. Потом на этом же упражнении построено. Связки это две вот такие мышцы, да? Две вот такие мышцы. И когда ты занимаешься дыхательным, еще не распеваясь дыхательными упражнениями, они набухают. Во-первых, это очень полезно. Кровь приливает вот сюда, в грудную клетку, где, вот примерно сюда. Да? И вы перестанете простывать. Выгодно, да? На лекарства тратиться не надо. Перестанете простывать. Второй момент, кровяные тельца сюда прибегают. Если какая-то хвороба такая, да, болезнь, то это проходит, очень быстро проходит при помощи дыхательных упражнений. При помощи дыхательных упражнений, я вот вам показал сейчас сначала, сейчас покажу дальше. Слышали такое
когда человек где-то кричит, или очень часто у пастыров они все говорят вот так, сорванные связки все время. Это узлы намат. Слышали, узелки, да? То при помощи этих дыхательных упражнений расходятся узелки на связках. Да? То есть не надо хирургическое вмешательство. Откуда я это знаю? Мне фониатор сказал, откуда вы это знаете. Я говорю, может, где-то когда-то услышал или что. То есть при помощи этих упражнений можно, лучше не доводить себя до состояния узелков и так далее. То есть не смыкание связок, да, когда вот, но ты вроде говоришь нормально, начинаешь петь, да, а звук вылетает. То есть не смыкание, когда эти связки не эластичны. Вот смотрите, сейчас на базе вот этого упражнения со звуком S я вам покажу, как делать эластичные связки. Во-первых, это полезно особенно для девушек. Шея не будет стареть. Потом вот эти позвонки между, не собираться будет вот это, когда трещат позвонки, да, вот это очень важный момент. Вот смотрите, вначале надо научиться так, опустить голову вот сюда на подбородок и попробовать сделать, не поворачивая голову, а вот так, до конца, не поднимая плеч. Медленно провести голову до конца, до самого конца. Вот провести так, да, медленно, то есть не быстро, а медленно. Провести, вот, попробуйте дома, посмотрите, как у кого что трещит, и насколько голова не шевелится. Господар Юрась, голова дальше должна быть туда. Вот. То есть смотрите дальше. А теперь при помощи предыдущего упражнения попробуйте сделать это. То есть что происходит? Кровь сюда, и просто как сардельки станут ваши связки. Моментально. Смотрите, на практике для чего это очень полезно. Во-первых, потом распеваться надо не то, что меньше, а уже разогретые связки. На моей практике, я вам еще раз повторю, я практик. Там какие-то служения, ты приезжаешь, где-то просквозило, там в самолете, в пароходе, там, не знаю, в автобусе, в машине. Просквозило и чувствуешь, что нет. В этом состоянии петь нельзя. Просто больше надо упражнений этих сделать по времени, и потом распеться. Удивительные вещи происходят. Голос начинает звучать, как такая геликонская труба. Я совсем забыл. Знаете, что это такое? Это шафар. Это когда рухнули стены Иерихона. Это первый инструмент, я специально притащил. Первый инструмент, я просто забыл, поэтому лучше сейчас это сделать. Первый инструмент прославителя. Вернее, это второй. Первый он был меньше. Сейчас покажу. Это тоже шафар. Вот. Это такой шафар. Первый был сделан из Авраама, из первой жертвы. Да? Потом стали уже делать больше. Это уже из рога антилопы. А так вначале это там барашек был. Да? Я вам сейчас пару раз дуну, чтобы почувствовали, что это такое. Потому что Библия говорит, блажен народ, который знает звук трубы. Что делать? Надо дуть. Слышно далеко. А этот вот перед днем Пятидесятницы целую неделю. Чувство выполненного долга. Ну, поехали дальше. И вот эти упражнения, да, понятно, через звук S по кругу. То есть очень сильно, только хорошие. Разогреваются связки, они, во-первых, становятся эластичными. Они же не работают как-то, они, знаете, вот так вот как-то. При сокращении они вообще как набор случайных чисел, знаете, такое выражение.
так работают. И становятся более податливыми. Вы сами это, когда начнете, научитесь эти упражнения делать, обратите внимание, насколько ваш голос укрепится. К этому еще есть упражнение, очень простое. Значит, делается оно дифрагментальным. Опускается голова вниз и делается как можно быстрее дыхание. Диафрагментальное. И сразу выдох. Смотрите. Голова назад. Вперед. Назад. Просто надо научиться пользоваться прессом. Вот. И еще подкачайте пресс в каком плане, когда надутый живот. То есть надувается. То есть, как бы, все, кто качает пресс там на турнике, там, это тоже хорошо, но попробуйте научиться его, он должен быть эластичным. Вот. Вам скажу, я вспоминал сегодня фамилию Игоря Андреевича Журавленко, который в свое время обратил всех учеников наших, насколько важен пресс и диафрагментальное дыхание. Я своими глазами видел, у нас был хор мальчиков, если видели картинки, мы выступали в филармонии, там вот рояль, Стэнвей, которого двигают два монтировщика сцены, то есть его сдвинуть надо, он здоровый такой. Игорь Андреевич Журавленко подходил, вот так упирался, он такой, как медвежонок был, брал дыхание, и рояль двигался. Для нас, мальчиков, круто. То есть, насколько у него мощно это было разработано все. И, конечно же, может быть, я так и не помнил бы этого, но вот этот образ, почему он хороший педагог был, он этот образ вложил в наши головы моментально. То есть на всю жизнь запомнилось. Как-то животом можно рояль сдвинуть. И вот два человека еле сдвигают с места. Потом он катится на колесиках. К примеру, такое. То есть, смотрите. Значит, совмещение этих упражнений набираете. Взяли воздух. По кругу там сколько хватит дыхания. Закончили. Второе. Назад. Вперед. Назад. Вправо до конца. Плечо не поднимать. Особенно девушек касается, потому что, не знаю, физиологически у мужчины плечи не поднимают, а девушки все, когда вот это начинают что-то такое извиваться начинают. Вот. Потом голова вправо, дыхание влево, потом опять в другую сторону. Вот несколько раз так сделайте. Значит, что еще вот это упражнение по поводу дикционного «с», да? Увеличение диапазона верхнего. Что оно еще дает? Вы, когда напрягаетесь, создаете внутреннее давление, здесь как бы не выпускаете, а здесь стараетесь больше надавить прессом, да, на дыхательную систему. Что происходит? Повышается внутричерепное давление. Так? И нетренированного человека, то есть, что еще это делает? Одно укрепляет сосуды. При тренировке внутричерепного давления, во-первых, не надо делать это до умопомрачения, по чуть-чуть начинайте. То есть, знаете, есть такие трудоголики, как я их называю, и только еще организм не привык, а он будет 2 часа это упражнение делать, по чуть-чуть, 2 раза сделал, потом, и я вам скажу сразу, не получится, кто этого не знает. Внутричерепное давление для чего надо, то есть тренировка его, и плюс, не забывайте, это же перенасыщение кислородом идет, очень мощное. Что происходит с этим? Это подготовка к большим служениям. Не одну песенку спеть, а сольно выйти и спеть. По затрате энергии, это не я придумал, происходит, человек теряет, который вокалист, который выкладывается. Не промяукал, а профессионально выдал, то есть и рекомендую, даже если вы одну песню, отдайтесь полностью даже на одной песне, неважно, одну вы поете 10 или 20 песен, неважно. Тогда вам поверят. И поверьте, Бог вас включит в эту систему. Он включит тахалу. Люди вам поверят. Сколько на наших служениях людей покаялось. Были случаи, когда, представьте, зал неверующих, они там просто Святой Дух накрывал. Поверьте. Благодаря тому, что они увидели, ты выходишь, поешь одну песню, отдаешь все, и их касается. Поэтому это очень серьезное орудие. Серьезнее, наверное, нету слова, обрамленное в песню, в мелодию. По дыханию. А потом очень важный момент. Иногда сталкиваются, к примеру, обязательно у вас должно быть зеркальце для начала.
Что это такое? То есть постановку шеи определите. Некоторые вот так вот. Да. Вы даже не знали об этом, насколько всего. Посмотрите, шея должна стоять. Просто вот смотрите в зеркало. Некоторая голова вот так вот чуть-чуть, некоторые назад. Ну, по-разному. Ну, где-то половина людей неправильная постановка шеи. А неправильная постановка — это вот эти две мышцы, они чуть-чуть в другую сторону. И вы заучиваете уже неправильную постановку. Понимаете? Поэтому шею надо правильно поставить. Вот. И после этого, глядя в зеркало, почему я говорил, вот начало, да, та же мимика и дикция. Ну, по дыханию понятно. Вот это основные. Есть еще пару упражнений, но оно может быть и не надо. Но я покажу такое упражнение, когда у человека, да, одному из своих друзей, у меня там профессиональный подводный пловец, вот, который, знаете, ныряют без аквалангов там. Он меня спрашивал, как ты обучаешь своих студентов дыханию. Я ему показал это вот упражнение, которое сейчас вам покажу. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, не знаю, откуда ты знаешь. Это, говорит, наше упражнение. Ну, эти, которые ныряют туда. У них потом легкие превращаются в горошинку такое от давления. Покажу сейчас это упражнение. Значит, что надо сделать? Ну, будет, наверное, слышно. Ноги на ширине плеч, немножко склониться. И когда набираете дыхание, ну, как бы в полусогнутые руки набрать, вот когда научитесь дыхание. Потом, когда выдыхаете, точно так же, как через насос, только там цикать не обязательно, до конца, и при мере выдыхания доводите до конца, вот так, и в самом уже конце сжать как можно больше. Что происходит? Вот этот кусочек углекислого газа в конце, я сейчас до конца не делал, потому что боюсь со сцены повалиться, давно не делал. Он выходит, и получается интересный эффект. Большой впрыск кровяных телец идет в кровь. То есть те, которые боролись с углекислым газом, мы же до конца никогда не выдыхаем. У нас все время остается, и с этим борется наша кровь, с остатками углекислого газа в легких. А тут вы выдали, и оно как бы свободное, оно идет прямо, почувствуете, когда это сделаете, по всему телу такой взрыв идет. Вот это перенасыщение. К этому тоже надо привыкнуть. Я это упражнение несколько раз делаю перед большими служениями, то есть пере, потому что у меня программы сложные. То есть по вокальному исполнению, все построено на дыхании и так далее. Вот, по видам упражнений дыхательным. Понятно, да, все? Если есть вопросы, я думаю, понятно. Так, дальше. Ну, вот это я показал смешанные упражнения. Можно заниматься и сидя. Учебное пособие возьму. Значит, сидя заниматься желательно. Значит, сидя, да, во-первых, садиться надо всегда, чтобы пятая точка в виде задницы, она была немножко сзади. Ну, вот так вот, ну, смотрите, как спина, да. И не напрягать ноги, они должны быть не вот так вот, чтобы мышцы не напрягались, а свободные, да. Вот тогда можно дышать. И чтобы здесь ремнем не передавливало. То есть какие-то стрейч, штаны там или юбки. Просто, да. Дальше. Петь никогда не пойте вот так. Вот у нас девочки прославления любят вот так вот стоять, петь. Да. И кто-то мимо проходит, вы просто, наверное, замечали, кто-то толкнул, и она чуть не падает. Знаете, это просто вот так вот стойте. Студийный микрофон. Да, еще работа с микрофоном одновременно. Вот это 90 градусов. Да, здесь мембрана стоит. Вот так 45. Надо петь 45 градусов. Почему? Звук ударяется, идет интерференция волны. И нету залипания вот этого, переусиления. Да? Некоторые вот так вот говорят, вот так вот любят петь. Ну, неправильно, да? Знакомо, да? Я помню, приехали мы куда-то служить, группа прославления, вся вот так вот держала микрофон, и у всех такой вот средний голос. Через 20 минут стало плохо слушать уже.
Это одно. Да, и варьируется расстоянием. Но здесь 45 градусов. Вот 90, вот 45. Студийный микрофон. Это уже другая ситуация. Вы же не можете двигать, да? Вот, на ширине плеч одна нога чуть-чуть вперед. Поэтому, если что-то, то есть вы можете варьировать чуть-чуть ближе дальше. Все. Просто как проще не бывает, но проходит какое-то время и с этим сталкиваешься. Так. Вот я как раз так. Ну, теперь с этим понятно, да? Дальше. Согласные буквы, видите, да? Представьте их, вот гласные буквы, они большие должны быть, а согласные в вашем сознании должны быть маленькие. Вот такие упражнения, к примеру. Ик. Я же не говорю ик. Да? Ик, им, ип. А особенно П, смотрите, будет и динамики так, да, сразу сработает. То есть какие-то окончания, да, они должны быть маленькие. Надо их научиться. Вот иб, ив, иг, ид, ид, иж. Маленькие, коротенькие. Они должны быть очень маленькие, коротенькие. Не растягивая там, к примеру, все такие. Ну, обратите внимание. Вы сами знаете вот это. Особенно когда запись где-то. Мама дорогая, что происходит? Именно. И вот это как раз те упражнения, которые перед зеркалом делать не только утром, да, перед тем, как зубы чистить. Опять же, дальше. Конфигурация рта. Гласные буквы. Да? Смотрите в зеркало. Вот это идет уже мимика и дикция. И улыбайтесь. Всегда улыбайтесь. Рекомендую. То есть, знаете, часто выходит кто-то петь. Ну, мы много по церквям ездим. И меня часто спрашивают, а почему прославление не слушаете? Я говорю, мне хочется плакать от прославления. Когда славят Бога, такое ощущение, что похоронили все. И всех. Знаете, то есть где-то надо соболезнования выражать. Потому что здесь вот угрюмый, да, и улыбки даже нет. Старайтесь улыбаться, да. Буква И, И. Вот 6 основных букв. Там, Лена, есть у нас, наверное? Ну, гласные буквы. То есть получается, как надо их произносить. И, да? Улыбка. Только смотрите в зеркало, чтобы не было такого фильма ужасов голливудского. И такой, да? Или тоже улыбка. И улыбка. У. Ну, У проще всего, наверное. Но опять же, некоторые так вот голову, там челюсть как-то нет. Надо смотреть. Постановка шеи для начала. Потом смотришь, как это выглядит. Да? Следующий момент. Буква О и А. Это очень важные две буквы для распевания и их произношения. Я это взял из итальянской школы классической. Ну, что такое эквалайзер, все знаете? Вот, ну, наверное, надо мне взять уже нел. Вот верхнее небо. А вот идет язык. Ну, к примеру, да. Вот у нас вот это рот, наши вот губы. Ну так. Класс. Вы меня простите, это первый раз рисую. И вот слышали, когда человек... Вот отсюда, вот связки. Тут где-то 2 сардельки такие, 2 связки. Звук идет сюда. Когда человек неправильно произносит, это расстояние между языком и верхним небом, это и есть природный эквалайзер. Вы слышали, к примеру, как человек говорит такой: «Привет, как дела? Ну, послушай, долго вы будете слушать? Или «Ну что там?» Или очень известный язык: «Привет! Ты что?» Ну, типа такого, да. Это неестественно, это идет где-то тут. Убираются вот эти ненужные частоты, я их называю нечистоты. Они убираются при помощи 2 букв О и А. Значит, научитесь открывать, глядя в зеркало, рот на букву О. О. Не О, а челюсть до конца вниз. И края... сфотографировалось неправильно. Вот так надо. Вот правильно.
челюсть до конца вниз. И только уголки губ, да, чтобы было О. И еще такой нюанс. Многие стесняются, особенно девушки. Они думают, что это похоже на гримасу, когда зеркало близко, да, там О, А, там и так далее. Поверьте, 2 метра этого не видно. Этого не видно. И из-за вот этого стеснения, как говорила моя бабушка, это самый плохой комплекс. А что скажут люди, да? Ну, типа, как бы неудобно, пломбы увидят, гланды там, во рту, или что. Нет, это вы лишаете дикции, и люди перестают понимать вас. Поэтому при помощи этих 2 букв, первое О, и также А, то есть открываете как О, а говорите А. Это тогда вот эта вот часть, она здесь не сжимается. Это итальянская школа. То есть смотрите, О, А. О. Даже вот просто, даже еще не петь, а О. И получается, как правило, у многих поджимается там О, начинает там давиться, да, немножко. Что-то происходит такое, давление. Это очень важный момент, то есть оно должно идти естественно. Ну вот написано, лучше всего распеваться У, И, И, О, А. И потом Я, Е и Ё, это не буквы, а первое и краткое, обязательно. Не растягивай. То есть как немцы говорят, я, да? Я, И. То есть, опять же, вот вам упражнение. Встали утром перед зеркалом. И, Я, О, А, О, И, Об, Ом, Ок. То есть вот эти, совмещайте эти упражнения, да? Поделали так, то есть будет болеть вот это, то есть до конца, вот эта мышца будет болеть, и эти будут болеть. Когда серьезно позанимаетесь, вам будет даже лень говорить, вы будете разговаривать так, ой, как я устал, то есть даже ничего дергаться. Но это тоже тренировка. 33 мышцы, еще вот эти 2. Так, что у нас там, Елена Петровна, дальше? Ага. Подожди, мы еще по прошлому. Вот такое упражнение. КЦЧП, слышали? Не путайте с ГКЧП, другая система. Запомните, КЦЧП. То есть это без дыхания делается. Без дыхания, не это окончания такие. И, М. Обратите внимание на М. М. Не М. Это большая ошибка у многих. М начинают петь. М. Им. То есть научиться вот эти окончания. Это очень важно. Так, что у нас? Начало слов. Начало слов, да, в Библию мы все знаем Библию. Или кто-то не знает, еще не читал. Есть такие, кто-нибудь не из церкви есть? Кто в церковь не ходит? Вроде все такие. Все спасенные. Аллилуйя. Слава Богу. Наверное, неверующие побоялись прийти. Много звонило. Ну ничего, значит, не настало время. Опять же, смотрите еще конфигурация рта, да, если вы будете стесняться открывать, это то же самое, что вы закрываете колонку, да, динамик. Получается, не выпускаете частоты больше средних, а средние частоты, это очень опасно, они дают негативное подсознательное влияние на восприятие людей. И на студиях, если кто слышал, есть такая психоаналитическая система, которая как бы убирает эти ненужные частоты, но вы не должны сами их. Мои студенты, которые на студиях работали, мне частенько звонили звукорежиссеры, говорят, нормально подготовленные. Он говорит, ни автотюнеры не включаем и никакую психоаналитическую эквалайзер не включаем. Я хотел бы, чтобы вы были именно такими. Чтобы не мы брали с певцов пример из композиторов мирских, а чтобы из христиан брали. Так, правильное начало, окончание слов, да, вот окончание я говорил, начало то же самое. Мы сейчас подойдем к интонированию. Ну, по дикции понятно, да, все вроде бы более-менее. Интонирование. Ну, как достичь совершенства интонирования? Я вам говорил, уже касались мы о ровной линии, да.
Так. Ровная линия. Начало и конец ровной линии. Смотрите, в чем прикол. Хорошая, даже жалко вытирать. Сейчас будет еще круче. Сейчас ровная линия. Ну, в общем-то, ровная линия. Но здесь должно быть маленькая точечка, то есть как бы обозначение в начале и здесь в конце. То есть вы должны воспринимать эту ровную линию. Вспомните Федора Шляпина. То есть, когда что-то начинаете петь, это обозначение, да? То есть набирается воздух, и то есть чуть-чуть отметить, да? Обязательно, вот это обязательная ситуация. Для того, чтобы точно попадать, надо всегда перед взятием ноты сделать паузу. Когда медленно поете, это большая пауза, чем быстрее, тем меньше, но пауза всегда останется. Тогда будет постоянно точное попадание. Не въезжание, знаете, глиссандо такое. У нас все, многие боятся, да, и начинается фраза. Обратите внимание, я уверен, что большая часть из вас именно так поет там. То есть, ну как бы, а вдруг не попаду, да? Нет, в дартс, наверное, все играли, вот, прочитали этот? То же самое. Дыхание. Только после паузы, да? И дальше идет выдыхание. Выдыхаешь только прессом, диафрагментальное выдыхание. И когда заканчивается к линии, до конца доходите, не надо из себя делать тюбик, в который выжимают. То есть закончите раньше. Это библейский принцип. Начало и конец. Люди слушают всегда начало, так же и в произведении. К этому тоже сейчас придем. Начало фразы, начало какой-то ноты, конец. Это очень важно. То есть ровно, да, или там. И когда заканчивается, вот как курсор идет, кардиограмма сердца, оп, и снял в конце. Не надо вот это, допел, молодец. Вот это не надо. Но вот это лучше, чем первое получилось. Ровнее будет. То есть такой момент. Ну вот, два вида дыхания я говорил, о ровной линии. Поэтому вот эти певцы оперные, да, они вот так ходят, потому что они привыкли держать вот это вот, ну, верхнюю часть. Хотя они, ну, это рефлекс уже. Я не говорю так делать. Дальше. Точность попадания в ноту. Представьте себе лестницу. У меня давно, уже много лет, такое третье пособие сейчас нарисую. А вот это ноты. Вот здесь углы острые. То есть, если вы поете упражнение, там ми, если сделать здесь тупой угол, получится ми, как правило, все так поют. Это неправильно. Должно быть ми, то есть на каждый. И самое важное, не гикать, не гэкать. Ми-ги-ги-ги. Я-га-га-га, да, вот как правило, тут есть такая особенность, поэтому и на каждое отдельное. И чтобы точно интонировать, а вот мы сейчас подошли к обратной связи. Обратная связь, ну, по-английски это, я, кстати, к языкам не имею, за исключением одного вида языков молитв, не имею способности. Я так и английский не выучил, и не запоминаю. Мне что-то не дал Бог. Так, может и хорошо, файлов больше свободных. Вот. Значит, мы сейчас подошли к развитию обратной связи, фидбэк, да, обратная связь. Что это такое? Очень важная ситуация, если кто-то из вас столкнется с большими сценами, ну и не только, опять же, с микрофонами. Я вот заметил, что молодежь, да, я не так давно стал брать молодых исполнителей, ну как бы готовить. Вот у меня сейчас есть буквально 3 человека, там 12-13 лет, вот Камила как раз одна из моих учениц, молодец, что пришла, не поленилась. И есть одна маленькая девочка, сколько в мире? 10. Вот раньше я не брал. То есть будут они певцами, не будут, ничего. Ну, я не знаю, но хотелось бы, да, чтобы это были прославители и композиторы.
у них, у молодежи больше развита вот эта обратная связь, чем у более старшего поколения. То есть они лучше интонируют в наушниках. Да, это самая прямая обратная связь. Вот у меня мониторчик, я пел, да, нот близкая. 1 метр это 1 миллисекунда. Что такое 1 миллисекунда? Это когда отсюда звук идет до меня, я стою в метре, то он на какую-то маленькую цепочку ниже. Ниже того, что я слышу. Да? Как развить этот орган? Я считаю, что есть этот орган, особенно на больших сценах. Ну, видели, скорая помощь едет, да? Она проехала ниже, да? Это отражение звука от деревьев, домов и так далее. То есть он долетел, идет обратно. Это сколько в миллисекундах, и чем больше этих миллисекунд метров, тем ниже звук. И когда нет монитора, да, многие с вас сталкивались, или не слышно в монитор, начинаете петь фальшиво. Никогда, кстати, не затыкайте ухо. Это нехороший тон. Лучше звукорежиссеру сказать: добавь меня в монитор. А лучше пойте в наушниках. Это в свой микрофон и в свои наушники. Рекомендую. Ну, по мере возможности. Что такое? Как развить эту обратную связь? Я рекомендую, когда распеваетесь, я сейчас покажу упражнение, когда распеваетесь, прикладываете периодически, к примеру, длинные ноты, да, там приложил, опустил, но и нота продолжается, там вы слышите сразу, почти как наушники. Сколько здесь миллисекунд? 0,0000 там 1, да? Что это делает? Вы слышите, вот я сейчас говорю, я слышу отражение свое оттуда, стенки отсюда, да? Оно уже ниже. Но я, если сейчас начну петь, я буду довольно-таки чисто петь. Почему? Потому что включается мозг, делает сноску. Как развивать сноску? Первое упражнение, это вот на длинных нотах прикладывать, убрал. Ну, к примеру, там... То есть периодически, да, таким образом. И, конечно же, использовать мониторы. Когда этот орган не развит, я столкнулся последний раз, какой-то меня пригласили в такой большой мюзикл, там куча аппаратуры, длинный зал, и там где-то 5000 мест, было больше, 10. Много, короче. И звук ударялся в стену, возвращался обратно. Это, ну, мощная панорама, там, по-моему, как стадионная стояла, где-то киловатт 80, ну, очень мощно. Сцена 80 метров была в длину, можете представить, что такое. И вот он ударяется туда, приходит обратно. Но у всех наушники. Вот ты слышишь себя в наушнике, ближе уже некуда, да? А теперь смотрите, в чем ошибка была. Не ошибка, а вокалистов было, не знаю, человек 20, наверное. Из них, кроме меня, чисто никто не спел. Ни один. Вот заявляю это. Моя жена свидетель, она скрипачка, у нее хороший слух. Она говорит, как это так? Я объяснил, почему. Это не то, что люди виноваты в этом. Просто надо чаще вот это вот контролирование, развивать этот орган обратной связи. Что это такое? Вот смотрите. Ударялся звук оттуда, а здесь ты ровно слышишь. И тебе на очень высоком уровне все равно. Наушники не перебивают, он мешает, заниженный. Потом стоят мониторы возле сцены, которые дают чуть-чуть дальше. Там до мониторов, к примеру, там 5 метров. Но они мощные, но все равно 5 метров это 5 миллисекунд. А мало того, саб-бафы, да, под сценой, которые дают по ногам вибрацию, такую же, как только немножко задержанную. Еще между наушниками. И получается каша в голове. Мозг начинает метаться. Он не может включить вот этот... и то, и это, и то, и пятое, и десятое. Я спел чисто, потому что я этим занимаюсь. Рекомендую вам тоже. Это кажется ерунда, но столкнетесь, выйдете на большую сцену, и, к примеру, звукорежиссер не успел вас вывести хорошо в монитор, но вы споете чисто, слушая себя даже за пониженным звуком отдачи там откуда-то. Понимаете? Других способов нет. Я рассказываю как практик. Так. Про острые углы понятно, да? То есть, чтобы не глиссандировать между нотами. Каждая нота должна быть отдельно. Дыхание перед каждой фразой. Перед каждой, там где дыхание, пауза перед взятием первой ноты. Обязательно. Это развивает точность попадания, как дартс. И нельзя бояться. И еще один принцип. Когда распеваетесь, я сейчас покажу несколько упражнений, они простые, но за последние, по-моему,
200 лет их никто не поменял, и не стоит их менять, они, ну, как бы выработанные уже. Так. Так, что это? А, там ритм дальше. Ну, сейчас я покажу упражнение. Так. Упражнения очень простые. По 2, по 3, по 5 нот. Мои ученики примерно то же самое поем, но мы больше уделяем внимание, ну, точность попадания. Вот эти вот мелизмы, да, знаете, что такое мелизмы? Это в самом конце. Вначале научитесь ровно петь. Ну, вот, хотя бы, как это моя супер ровная линия. После этого начинаются мелизмы. И к этому, это я вам тоже сейчас покажу. Выбирайте какую-то ноту для себя, но не самую низкую свою. Ну, например, ой, как громко. В зале там есть, я не слышу. То есть взяли первую ноту. Смотрите, дыхание, потом пауза. Закончили. То есть обозначил, ровно процеднул, да, потом снял. Понятно, да? Допустим, на октаву вверх подняли по полутонам, потом чуть-чуть ниже можно. Надо распевать ноты как вверх, так и вниз. Поднимайтесь по чуть-чуть вверх, вниз. А начинается следующее с той же до. То есть, к примеру, там на А, на У, там то же самое. Дыхание, пауза, раз, точно попали. Это совершенно другое. Я называю это кошерное исполнение. То есть сразу видно, да? Когда меня приглашали там на эти там в комиссии на Евровидение, еще на какие-то там такие, я говорю, не пойду. Почему? Говорю, потому что я всех зарублю. Никто не может не попадать у вас в ноту, не ровно держать, не пользуется ни дыханием, не интонирует. На студиях там, знаете, накрутят автотюнеры, там всякие эти, как я говорю, полипшайзеров, включат целый блок такой, да, и вроде как бы звучит. Это неправильно, и результат этих людей и знать никто не будет, и слава Богу. Вот. Потом, значит, по одной ноте понятно, да, на все вот эти У, И, И, А, О. Очень важно, не поджимая только связками. Дальше там Ми, Я. Смотрите, И улыбка, И, Я. И не надо бояться, что будет, что покажется, что гримасничать. Вот не видно же, что я, или кажется, что я гримасничаю. Нет. Нет. Но четко видно, да, что хорошо слышно, что четко слышно эта нота и это. И также дальше, и все выше и выше поднимаетесь, да, по полтонам вверх-вниз. То же самое Ми, Я, да, тут по лесенке, только не гэкать. И по 5 нот. Ми, Я. Понятно, да? Особенно обратите внимание, я всегда об этом говорю, уже много лет, мама дорогая, сколько я об этом говорю, когда вниз поете, удивительные есть вещи, вверх, когда человек поет, он поет чисто, вниз мимо. Поэтому надо как бы просто все вот это, оно вырабатывает рефлексы. К чему я подвожу? Чтобы вы заостряли внимание на том, что вы исполняете, а не как. Как вы должны быть мастерами уже. Так? Ну, наверное, по упражнениям. Что? Ну, и там еще много упражнений разных. Там вот есть хорошее упражнение, мне нравится. Мия, мия. То есть, как бы, да, такое упражнение. Быстро вверх, потом и вниз. Кажется просто, попробуйте. Не совсем просто. Есть еще интересное упражнение по малым терциям. До, ми, ре, фа, ми, соль, фа, ре, до. Ну, а поется ми, я. Дальше. Ми, я. Понятно, да? Ну, и там таких вот основные вот распевочные такие моменты. Есть одно упражнение. Вот Игорь Андреевич Журавленко я вспоминал. Я вот помню его с детства. Ми, я. Оно
такое сложное хоровое. Но она нам, детям, нравилась. Мы ж хулиганы все, пацаны были такие, мальчики. Там, ми, я. Ну, во всяком случае, запомните. До, ми, соль, до, ми, до, фа, ре, си, соль, фа, ре, до. Ну, просто, может быть, надо будет. Потом вы... Это всегда, когда вы уже распелись. Хорошее упражнение. Есть упражнение на дикцию. Одна из... Я подсмотрел его где-то. Это хоровой деятель, я не помню, женщина одна, Санкт-Петербурга. На дикцию. Но это лучше на российской мове, хотя можете на любой. Лучше, может быть, на китайской. Мне интересно было, как это на китайской звучит. На дикцию. Значит, очень все просто. 5 нот. До, ре, ми, фа, соль, да? И каждая нота это имеет цифру. 1, 2, 3, 4, 5, да? А теперь смотрите. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Вот я сейчас без дикции, а попробуйте это сделать дикцией. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. То есть А, И будет мама дорогая. Как? Вот здесь вот отвалится все. Попробуйте, да? Поняли упражнение? 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Быстро не надо, медленно. Это на дикцию. Очень хорошо. Не записывайте. Будет все на видео. Не тратьте время. Или нравится? Так, ну с этим, наверное, более-менее понятно, да? То, что я хочу, смотрю на время, чтобы осталось... Чтобы у нас еще осталось... вот же. Ну, примерно так. Еще упражнений много, но я вам показал самое основное, да? По этим самым. Ритм. У меня очень хорошая была ученица, которая замечательно пела, но с чувством ритма было совсем не гуд. Вы на телефон можете, любой из вас может на телефон скачать метроном, да? И в медленном темпе метроном цок, 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 ми, метроном может цок, 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 цок. Под метроном петь это. Просто проще не бывает. Но есть чувство ритма, да, я вам посоветую, но это как бы из высшего пилотажа, но на всякий случай пригодится. Потому что я знаю, здесь есть люди разной подготовки, да. Каждая, четверть состоит из 2 восьмых, да, 8 из 2 шестнадцатых и так далее. То есть, допустим, 4 четверти, это сколько у нас получается? 16 шестнадцатых, так? На каждую 16-ю, такой вид упражнения, дайте какой-то слог. Когда я не умел считать синкопы, знаете, что такое синкопа, да? Все кивают, кто знает, а те, кто не кивает, не знают. Кивнуло 3 человека. Уже хорошо. Я пошутил? Ладно. К примеру, первая 16-я это у меня та, вторая ка. Така, 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 така. То есть, вот на 4 четверти. Така, 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 така. И вот мы играем какой-то... Мне надо 16-я синкопа, да, в каждом... на каждую четверть 16 синкопа. Это значит, на одну 16-ю раньше вступить четверть, да? Те, кто пытается, не считая вот так, можно тага-дага, дугу-дугу, все, что уходит, хотите, но 2 разных слога. Я рассказываю секрет. Мне тоже его когда-то рассказал очень хороший барабанщик. Я пытался своими мозгами постичь серию, а если серия синкоп, да, для вокалистов. Поэтому сложное произведение и не выбирают, потому что не знают, как считать синкопы. Вот в ритме есть такое понятие. Вот смотрите, я считаю, пока буду считать и играть 16 синкопов, да? Така-така-така-така-така. Така-т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 ака
В ритм, получается в ритм, ты что-то забыл, подставка есть. Да, кажется, вот это вот движуха. А тут, если не знаешь, как это считать, то попадешь, то не попадешь. На чувство наития в синкопах не полагайтесь, не попадете. Поняли, да? То есть распределить 16 на
Ну, хорошо, яркий пример, подряд идут 16 идет. Вот, к примеру, така, да, играется, вот представьте, раз, два, три, четыре. То есть я сыграл несколько 16-х подряд, и потом, понятно, да? Но это у меня отсчитано в голове. Понимаете? Если вы научитесь считать така, вот включили метроном, просто не поленитесь. Така. То есть просто акцентируйте на какую-то синкопу. Как угодно. Сами себе напридумайте. Вот напишите. Сейчас покажу. Пособие номер 3. Вот. 16, да? Вот. 4 16. Вот здесь 16-ю. И здесь какую-нибудь. Вот серию. Без расчета. Вы сможете вот это, да? Точно попасть, взять здесь аккорд или нотами. Без така не попадете никогда в жизни. Можете заучить, но заученное, ну, как бы оно не будет вам основанием попасть во что-то более другое. Ну, понятно это, да? Не надо объяснять более подробно. Вот это чувство ритма. Потом еще очень важная система. Слово «дат» навряд ли знакомо. Оно используется, слово «дат», в духовых оркестрах. Слышали? Вот, слышали, да? Слава Богу. У нас есть люди, которые знают серьезные вещи. Что такое дат? Дат. Ну, тромбон, да, представьте? Дат. Почему я говорю, для вокальной школы я это выбрал? Потому что оно очень близко. Очень близко. К примеру, вы слышали там раздутая труба? Ну, кажется, металл, что там раздувать? Вот. Наш сын заканчивал консерваторию по духовому, да? И мы покупали ему инструмент духовой, который был уже раздут. Ну, там на eBay такой есть этот сайт, да? Знаете, который уже был раздут. Новый, потому что надо несколько лет раздувать. Оказывается, металл тоже лудится, есть такое слово. Слышали выражение «луженая глотка»? То же самое надо распевать. Вполне серьезно говорю. И может появиться такое, как я называю, ниточка серебра, струна серебряная. Ее надо ловить. Это при вокальных этих. Для чего это надо? Если ее нет, звукорежиссер начинает добавлять высокую частоту. Она искусственная. А когда она у тебя своя есть, это совсем другое. Это подсознательное восприятие слушателям. Особенно, я вам говорю о тех людях, которые вы будете евангелизировать. Они вам поверят. Это не будет никакого осадочка вот этого нехорошего или вот этого нехорошей чистоты. Да? Это все. Вернемся. Дат. Значит, это, ну, вот я представляю больше тромбоновую секцию. Там дат, пап, тут. То есть снимаешь. И то же самое берешь. Та, пам. Понимаете? Оно получается более основательно. Слово дат. Оно утвердительное, оно же и основательное. То есть в произведениях, когда этого не знаешь, ну, конечно же, избегаешь. А когда ты это знаешь, то ты это используешь. Да? Поэтому сложность произведений увеличивается. Увеличивается сложность, больше уважения у неверующих. Они начинают доверять, он это знает. Вот простая следственная связь. Я говорю на полном серьезе. Так, ну с этим... Про синкопирование чувства ритма, да, дружите с метрономом. И даже не полениться просто не полениться. Если правильно будете раскладывать вот эти 2-3 минуты, по 20 минут, я не говорю только вокал, по этим, и получается 2 часа в неделю, я не знаю почему, но существует такая временная рамка, 2,5 месяца, таких занятий 2,5, и вы, кажется, на одном уровне. Но я говорю на протяжении не одного десятка лет, моего опыта педагогического. 2,5 месяца, не знаю почему так. Опа, и второй уровень. Сразу как-то скачок. Не вот так идет, а идет скачок. Понятно с этим. Управление вибрацией.
моя любимая, это змейки такие нарисовали. Значит, что такое вибрация? Когда вы научитесь употреблять ровную линию, так, то на это одно из основных. Я не касаюсь сейчас мелизма. Это кому как нравится, использовать мелизмы или не использовать. Я стараюсь у себя не использовать мелизмы. Почему? Но это мое личное дело, кому-то нравится. Просто, как правило, злоупотребление вот этими украшениями, они могут вызвать перенасыщение. И, как правило, я знаю много людей, которые хорошо владеют мелизмами, но они ровную линию не споют. Никогда в жизни. То есть у них этого нет. И вот мы подошли к вибрации. Управление вибрацией. Я разрабатывал вибрацию еще в середине 90-х годов. Как-то дошел до этого, как научиться ее включать и выключать. То есть управление вибрацией. И одна из моих учениц уехала в Америку. То есть очень талантливая девочка была, это уже, ну она уже, наверное, тетенька, такая уже взрослая. Это было, по-моему, 95-й год. И вот курс, когда определился по вибрации, она благодаря этой вибрации попала в 50-ку лучших певиц. Что такое 50-ка там, когда устраивали? То есть она в одну секунду стала и богаткой и так далее. Откуда я узнал, мне стали присылать, там, представьте, это зарплаты $20-30, а мне там шапка за $500 приехала, там штаны порванные за 700. Я не понимал, откуда такие вещи. Потом, как выяснилось, и они прислали мне, то есть вы обучили человека, пришлите методику вибрационную. Но у нас нет пророка в своем отечестве, да, но тогда об этом в Америке не знали. Сейчас это используется там сплошь и рядом. Особенно, кто знает такую тетеньку Кэрри Джоб. Слышали, да? А вы слышали, как она концовки поет? Там же мелизмов особых нет. А вот это мы подошли к управлению вибрацией. Когда ровная линия совпадает с управлением вибрацией, то есть хорошо начало, да, но конец важнее, да? Вот концовка фразы. Смотрите, что происходит. Идет ровная линия, да, вот, допустим, какой-то, акцент, да, подвели к акценту, открыл там этот самый, поешь ровно, потом включаешь вибрацию, увеличиваешь ее, потом уменьшаешь и выходишь в ровную линию, и все это идет на диминуэндо. То есть, что это такое? От громкого к тихому. И все, ты победитель. Но если вы не умеете петь ровную линию, вот это у вас не получится никогда в жизни. Будет вот такой какое-то, да? То есть это взаимосвязанные вещи. Вот конкретно, допустим, из таких известных христианских исполнителей, как Кэрри Джоб, она это пользуется, просто замечательно. Могу сказать больше, абсолютно точно по моей школе. Абсолютно, вот один в один. Я не мог понять откуда, а потом вспомнил, что методика была туда передана. Вот. Вибрация. Значит, какие, смотрите, виды, что надо, как этому надо учиться. Поется ровная линия, потом надо толкать и выходить в ровную линию. Можно начинать так, высокая амплитуда, уменьшать до такой, потом опять высокая амплитуда, до такой. То есть как угодно. Самое главное научиться как. Тут нарисовано несколько вариантов, я не знаю, откуда Лена это взяла. Но я показываю, когда есть природная вибрация, да, надо начинать с одного простого звука. Именно, к примеру, на «м», да, начинается. И как бы толкая его. Взяли нотку, да, и так. Не вверх, многие да, заводят мотоцикл. Вот. А как бы толкать. Знаете, вот эта система Лесли в органах, да, которая вибрацию включает. Я сейчас могу даже включить. Да, здесь есть. Который крутится ротор такой. Но для того, чтобы научиться, начинайте, вот, к примеру, там 9, я не знаю почему 9, ровную линию. Это начало.
Дальше как у кого пойдет, я не знаю, у всех индивидуально. Потому что есть кто-то быстрее, кто-то меньше. Но сам факт, научитесь ровную линию держать, потом подключайте вибрацию, чтобы можно было там... То есть быстрее делать, ну, там... И как можно тише закончил. Ну, вот я показал вам почти идеальный момент с громкого, да, начинается, включили вибрацию, ее же можно амплитуду быстрее делать или меньше. Вот такую или вот такую плавную. И вы закончили произведение на каком-то, в таком варианте, все. Вы поставили точку, это омега, красивая омега. Вот это как бы считается высшим пилотажем по вибрации. Примерно так. Но опять же я подчеркну, это каждого индивидуально. Потому что у кого-то быстрее может быть, у кого-то медленнее это получаться, но начинать надо с толчков. Понятно, да? Так. Во времени немножко затянуто, ничего. Сейчас по-быстрому, довольно-таки быстро пройдет разбор произведения. Как правильно выучить песню, с чего, ну, с чего вообще-то? Начинать надо изучать текст. О, и тут написано. Вот я некоторые песни пою много лет, иногда замыливается. Замыливается текст, надо его понимать. Тем более это духовные тексты. Надо вчитываться, да, понимать, что это такое. Это очень важно. Даже если вы много лет поете одну и ту же песню, хотя Библия говорит, спойте Господу песню новую. Новую. Вот. Вчитываться, что это такое, да. И дальше идет самое интересное. Вот смотрите, но какую-нибудь сейчас ладно, я открою. Любая песня. Хорошо. Берем абсолютно любую песню, да. Люди, которые известные певцы, всемирно, там, я буду говорить, Каррерас, там, или оперные, не оперные, там, Плачо де Доминго, или кто-то, они все так делают до конца своей жизни, кто еще жив, кто уже ушел, дай Бог, к Господу, а кто еще до сих пор жив, они всегда так делают, разучивают произведение именно так. Между каждым слогом есть интервал, да. Ну, к примеру, Чижик, Пыжик, где ты был, да, к примеру. Первое. Чижик, Чижик, Чижик. Потом Жик-пы, Жик-пы. Тот же интервал, только с другой стороны. Понимаете как? Пы, где, то есть тоже интервал. То есть, опять же, утрированно каждый интервал соединить, каждый интервал петь, пропевать его именно дикционно и точно интонирование. Обязательная вещь. Если не попал, ну так я знаю, что не попал. Еще раз вернитесь, пока не попадете. То же самое с упражнениями. Так? Как это выглядит здесь? То есть просто рекомендую, обязательно пишите слова песен ручкой. Вот листик А4, напишите слова ручкой. Потом берете карандаш и начинается разбор и разучивание произведений. То есть для чего надо писать ручкой? Я до сих пор не использую в компьютере при записи и при написании партитур. Никогда не использую такие системы, там, наверное, кто-то знает, Сибелиус и так далее. Да, сыграла, она написала. Мышечная память. И когда ты пишешь, ты 100 раз прокручиваешь это в голове. Это другая совсем подготовка. Рекомендую. Мой учитель когда-то мне сказал, еще не было этих компьютеров, ничего, говорит, Саша, когда-то ты только сыграешь, за тебя напишут ноты.
какие-то системы будут такие разработаны, он это предвидел. Никогда этого не делай. Почему? Он мне объяснил. Мышечная память – это самое важное. Поэтому, когда я писал партитуры для больших оркестров, у меня на одну страницу уходило, такое было понятие скорость пера, 15 минут. Это очень быстро. Это как вот так вот. То есть, и работа мозга мне сейчас это помогает в гибкости мозга. То есть в работе в моей работе композиторской и педагогической. То есть я быстро соображаю, что надо, подход к каждому индивидуально студенту. Так. Значит, понятно, по слогам понятно. Впевать каждый слог, каждый интервал каждого слога именно дикционно и точно интонирование, аккомпанируя себе. То есть прямо по одной ноте. По 100 раз впевать. Так готовятся кажется, я знаю эту песню, а чего это самое? Она замыливается, поверьте, замыливается. Я так делаю. И до сих пор все хорошо. Значит, дальше. Динамика произведения. Вот вы написали, вот одна, вот четверостишие, пока берем, да? Вот это какие-то 4 слова. Я не знаю почему, но возьмем, давайте вот это. Однажды в студеную зимнюю пору, да? Образно. Однажды в студеную зимнюю пору. Вот где акцент. Это ставите карандашиком. Почему? А вдруг вы поменяете акцент? Однажды в студеную зимнюю пору. Можно и так? Можно. Можно и так. Но есть одно маленькое но. К акценту всегда надо подводить это, а после него сразу, то есть крещендо и диминуэндо. И смотрите, в чем прикол такой. Чем вы тише, почему я говорю, надо научиться тихо петь, чем вы тише научитесь петь, да? Вот смотрите, у вас диапазон. Вот ваша самая громкая нота, а вот самая тихая, да? То есть вы... А как правило, у нас начинают петь с середины диапазона. То есть вот этого пика динамического не будет. То есть не будет вот этого рельефа, да? Поэтому однажды в студеную зимнюю пору. Вот это будет сильный акцент, образно. Понимаете? И сразу же после акцента надо сделать диминуэндо. Тогда оно будет подчеркнется. Ну, образно, да? Образно. То есть научиться увеличивать диапазон самого низкого, самого тихого. Этого. Ну, эти самые, знаете, пиано, там даже расставляйте. К примеру, там начинается от пианиссимо, к примеру. Даже это ставьте. Почему? Мышечная память запомнит, вложит сюда. Да, и, допустим, вам надо здесь не супер там фортиссимо, да, а просто форте, да, то есть такой средний акцент. А надо фортиссимо, прямо поставьте там 3 форта, 4 форта, сколько угодно. Но есть такой еще нюанс. И сейчас это понятно. То же самое, значит, вот это у нас четверостишие, так? А теперь смотрите дальше. В самом произведении. Вот идет куплет, припев, ну, образно. Там бридж, там окончание. Вы должны увидеть в самом произведении, где здесь основной акцент. Их будет несколько, но надо научиться где, к чему подвести в самом. Как правило, в любом произведении, несмотря что вот на каждую эту есть своя где-то какая-то, как правило, оно выглядит вот так. Какое-то вступление, поддержка, акцент, пик, да, потом какая-то поддержка и кода. Ну, вот такая схемка. То же самое, она где-то здесь, на каждой фразе, да? На каждой фразе есть она. Потом вы делаете, ну, общую. Вот, ну, мы возьмем так. Вот эти 4 части. Ну, к примеру, общая. И каждая имеет свою. Так? А теперь смотрите, еще прикол. Постарайтесь это понять. Мне когда-то сказали, что это, ну, какой-то бред, Александр, несешь. А потом поняли, что я прав. Это ученые мужи.
Между этими частями тоже есть своя, другая драматургия. Между этими есть своя. Вот между этими тремя есть. Между этими тремя. Постараться подумать между этими двумя. Да? То есть и общее, и такие. Когда об этом начинаешь задумываться на основании текста, который у вас... Я не говорю про текстов, которые пишутся, к сожалению, очень низкого уровня. У нас в христианстве там кровь вновь и так далее. Особо не несущая такой какой-то темы. Я говорю про серьезные тексты, которые там, допустим... Ну, понимаете, о чем речь. То есть постараться увидеть с разных этих плоскостей связь между каждой частью и общую связь. Когда вы это увидите, произведение заиграет другими красками. То есть начинается, это и называется драматургия произведения. Но с этим понятно, да? И самое важное, концепция. Это уже на заключение первой части нашей. Вы все слышали слово между собой, особенно оперные певцы. У меня есть друзья оперные певцы. Они такие говорят: я такую ноту взял, там аж до дрыжика взял. И я когда-то, а зачем ее брать? Ее же надо отдать, мы же отдаем их. Понимаете? То есть поменять, то есть не взять ноту, а отдать. То есть что такое отдать? И я стал над этим размышлять, и когда-то давно пришла такая мысль. Ноту надо отдать, то есть положить к престолу Бога, так как вы прославители. Положить ее. А что значит положить? А как ноту можно положить? Очень простая аналогия. Мамы же есть здесь, я вижу много молодых, есть мамы, которые, ну и у любой девушки, которые вы все мамы, кто еще не мамы, вы потенциальные мамы, вы никогда ребенка не бросите, особенно младенца. Вы его положите. Как кладут ребенка? Делаются паузы. Смотрите. То есть берется ребенок, и потом мама задерживает на какое-то, а потом кладет. А? Так мамы кладут. Это как дыхание берется в упражнении. И положил. Задержал дыхание и положил. Только это в разном темпе может быть, но всегда это будет пауза и положил. Ты не бросишь его. То есть вот так надо класть ноту. Это получается, опять же, и положил ноту. Вот это другая концепция, она меняет полностью отношение к произведению. Концепция положить ноту, а не взять. И поверьте, поменяется все. Вы начинаете тогда отдавать, а не брать. Примерно все на эту тему. Но не полностью все я... не то, что не все раскрыл. А остальные, вот я основные концепции уложился в пару часов. Ну, еще на окончании хочу сказать. Тахала – это как раз то, к чему достигается человек, прославитель, когда он профессионально подготовлен настолько, что он сосредотачивается на прославлении Бога, а не то, как он поет, правильно ли он взял ноту и так далее. Я знаю, что это такое. Это что-то невероятное. Диапазон увеличивается, начинаешь что-то, как это, просто что-то... Я не знаю, как это рассказать. Это даже не крылья. Это Бог показывает, я не скажу, что какое-то другое измерение, другое видение. Ты видишь одновременно все. Это связано. Канторы из синагог, ну, певцы, об этом мало говорят, что, которые владели этим состоянием прославителей, их приглашали цари для того, чтобы они пели. Я имею в виду даже цари, которые были дикими антисемитами и так далее. Ну, я имею в виду уже ближе к нашему времени, 19 век, 18, 17, приглашали, несмотря на что, они не понимали, что это такое, но кантор входил в состояние тахалы и начинал об этом петь. Вот это концовка так. Опять же, если есть возможность, вот я провожу занятия у меня дома в студии, мои студенты учатся каким образом. Наступает какое-то время, когда уже более-менее начинают петь, мы начинаем петь студийно. И когда ты прослушиваешь, студент сам начинает прослушивать, что он спел, он уже слышит, а вот тут дыхание неправильно взял, а вот тут нотку не дотянул. То есть мы не используем там автотюнер или что, быстрее идет обучение. Самоанализ. Вот.
Ну, примерно все. И не пойте в плохие микрофоны, пойте в хорошие.